Доброе утро, дорогие наши телезрители, все те, кто встречает наступивший день вместе с Утро Якутии, потому что встречать день вместе с Утро Якутии – это полезно для настроения, это полезно для продуктивности, это полезно просто для того, чтобы день начался хорошо. И в это утро вместе с вами, как всю неделю, встречаем мы, Дарья Ангехова и Павел Танин. Долгожданная пятница, прекрасный день, конец рабочей недели, замечательная погода сентябрьская, плюсовая, но сегодня немножко ветрено. И вот, как всегда, начнем мы наш эфир. Немножко. Начнем мы наш эфир с рассказа о погоде, чтобы вы знали, что же у нас сейчас за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии плюс 9, плюс 12, в заречной группе от плюс 9 до плюс 12, также в южных от плюс 8 до плюс 10. В Вилюйской группе от плюс 6 до плюс 7, в Нижнеленских уже минусовая температура имеется от минус 5 до плюс 8, а в западных районах от плюс 5 до плюс 8. В Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 8 до плюс 7, в холоднее всего в Янских от минус 17 до минус 1, на северо-западе от минус 7 до минус 1. В городе Якутске сегодня температура воздуха в 6 часов утра была плюс 11 градусов, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер 4 метра в секунду, южный с порывами, а сегодня днем в столице республики ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, а сейчас в утреннее время порывы имеются до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске ожидается на отметках от плюс 9 до плюс 11 градусов. Так сказать, последние капельки никакого лета, скажем так. Можно ли это бабьим летом считать? Давайте начнем с этого. Плюс 11 градусов. Ну, мне кажется, в принципе, это, наверное, такая очень достаточно ожидаемая погода, но вот немножечко снег все подпортил нам, да, такой внезапный. Ну, а в целом, мне кажется, 11 градусов для конца сентября – это очень даже хорошо. Ну вот узнаем, хорошо ли это нехорошо, чуть попозже. У нас будет сегодня гость в студии, с которым как раз-таки поговорим про вот эти вот непонятные погодные климатические качели. То есть снег, то вчера плюс 18, по-моему, даже днем в Якутске было, что было неожиданно. Но это чуть попозже, а пока давайте узнаем о последних новостях, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В России разработали кадрового ИИ-агента. За 1 минуту он обрабатывает 100 комплектов по 12 документов, паспорт, СНИЛ, СНН, трудовую книжку и другие. Разработчики уточняют, что система поддерживает документы более чем 230 стран, включая РФ и СНГ, а также Китай и Индию. Работа идет без видеокарты, без передачи данных в облако, что повышает безопасность. Технология позволит ускорить процесс трудоустройства и сократить нагрузку на кадровиков. В столице региона в процессе обновления здания Якутского промышленного техникума капитальный ремонт объекта провели в рамках мероприятий по социальному развитию и экономическому росту субъектов Дальнего Востока. В техникуме развернулись 4 мастерские по направлению KPI, сварочные технологии, электромонтаж и ювелирное дело. Для открытия современных мастерских из проекта выделили 42 миллиона рублей на приобретение оборудования. Официальное открытие мастерских запланировано на 2 октября. У нас грандиозные планы, скажем так, да, и мы сейчас работаем с сетевыми организациями, то есть другими учреждениями, да, и в этих мастерских, в новых, да, у нас будут участвовать не только наши студенты, да, но и школьники. У нас есть сетевое взаимодействие с Сахаполитехническим лицеем, да, это у нас электромонтаж будет, и есть водоканал проф. Также эти школьники будут здесь обучаться по 3 направлениям. Это сварка, электромонтажка и KPI. В Якутске началась новая глава в жизни 18 юных граждан России. В торжественной обстановке им вручили первые паспорта. Мероприятие прошло в преддверии Дня государственности. Такие церемонии сейчас проходят по всей республике в рамках проекта «Мы граждане России». В этом году планируется выдать более 3000 паспортов юным жителям Якутии, которые зарегистрировались на торжественную выдачу документа. Мероприятие у нас проводится не впервые, мы проводим его периодически. Если немножко похвастаться, то чуть ли не ежемесячно, приуроченное к определенным знаменательным датам. И даем возможность детям получение паспорта сделать таким небольшим праздником.
Сегодня у нас стартовало в городе Якутске. Сегодня получили документы 18 детей в торжественной обстановке. Также у нас пойдут по ряду районов: Ленск, Покровск, Нюрба и прочие районы, где дети также смогут в торжественной обстановке получить свой основной документ. Ассоциация кинематографистов Якутии и Кыргызская ассоциация кинопродюсеров подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной работе, в том числе прокате фильмов, проведении Дней якутского кино, обмене кадрами и обучающими программами. Степан Бурнашов также сообщил о предварительных договоренностях о проведении Дней якутского кино в Японии, на Филиппинах и в Китае. Правительство утвердило выходные дни на следующий год. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно производственному календарю, новогодние каникулы продлятся 12 дней с 31 декабря и до 12 января. В праздничные даты в феврале, марте и июне россияне будут отдыхать по 3 дня. Майские каникулы разделят на 2 части, каждые по 3 дня. А в ноябре будет всего один выходной – 4 ноября. Начинаем этот день вместе, по-семейному, тепло и заботясь друг о друге. Сейчас мы все вместе сделаем не просто зарядку, а настоящий ритуал пробуждения для тела и души. Это как первая чашка чая согревает, бодрит и настраивает на хороший лад. И это не просто приятно, а еще и очень полезно. Утренние упражнения мягко будут наше кровообращение, помогают организму настроиться на новый день и, конечно же, улучшают настроение, ну а также укрепляют иммунитет, что особенно важно в прохладное время года. Ну или вот такие порывы ветра, как сегодня. Так что давайте отложим все дела на пару минут, встанем с любимого дивана или кровати, если вы еще в ней, и подарим себе этот маленький праздник здоровья. Неважно, сколько вам лет, какую физическую форму вы имеете, начинайте с легких движений, слушайте свое тело. Всем доброго утра! Сегодня наша зарядка будет посвящена нашей осанке, чтобы мы стояли ровно, красиво. Для этого нам понадобится сегодня ремень, фитнес-ремень. Но если у вас фитнес-резинка, фитнес-ремень, если у вас под рукой такого нету, то подойдет, допустим, пояс от халата, либо какой-нибудь тканевый ремень. Первый у нас комплекс. Мы держимся за края ремня, где-то шире, чем ширина наших плеч. Немного растягиваем резинку. И на вдохе мы тянем руки назад и грудь толкаем вперед. Это у нас вдох. И с выдохом подбородок чуть-чуть к груди, руки вперед. И прямо лопатками толкаемся назад. Это выдох. И снова вдох. Резинку все время тянем, грудь вперед, руки назад. И выдох, подбородок к груди, руки вытянули вперед и скруглились в грудном. Делаем это упражнение 5-6 раз, все время натягивая резинку. Следующее. Положение исходное такое же. Руки вытянули вверх, растягиваем резинку. Здесь мы делаем вдох. И с выдохом уходим в наклон вправо. Таз у нас остается, левая верхняя рука у нас прямая. И мы ее прямо тянем вниз, хорошо вытягивая бок. На вдохе вверх. И с выдохом тянем в другую сторону. И снова вдох вверх. И с выдохом в конце, когда мы сделали 5-6 повторений, мы здесь в конце остаемся немного, держим статику 5-6 секунд. Возвращаем руки наверх, опускаем руки. Тут плечи могут затекать, поэтому между упражнениями плечи оттягиваем по 2 раза назад и 2 раза вперед. Растягиваем снова резинку и начинаем просто тянуть руки назад, пытаемся свести лопатки. Здесь мы делаем вдох. И с выдохом тянем руки назад, выдох, раз. И поясницу держим. Мышцы живота у нас активны, 2. Так мы делаем 7-8 повторений. И в конце мы тоже держим статику. Возвращаем руки наверх и опускаем руки вниз. И снова между упражнениями не забываем оттягивать плечи. Следующее. У нас такой же широкий захват. Захватываемся широко. Растянули резинку, сделали вдох и на выдохе уводим корпус влево, левую руку сгибаем, правая рука у нас остается прямой, и мы пытаемся левый локоть потянуть максимально вниз на выдохе. На вдохе мы возвращаемся в центр и уже согнули правую руку, левая рука осталась прямой и тянем правый локоть вниз, на вдохе вверх, и все время натягиваем резинку, делаем 5-6 повторений, и в конце мы держим обязательно статику 6 секунд.
вернулись наверх, опустили руки вниз. Рука у нас назад, большой палец правой руки внизу, большой палец левой руки наверху. Тут мы стоим, как будто бы это у нас прямоугольник. Мы должны сейчас найти ту длину, при которой мы на выдохе выпрямляем руки назад. Если нам сложно, мы делаем захват пошире. Если легко, мы делаем захват поуже. При этом у нас мышцы живота работают. Поясницу мы в прогиб не уводим. Сделали здесь вдох. И с выдохом выпрямляем руки назад. Раз. Вдох, расслабили. Выдох. 2. Делаем 7-8 повторений. В конце держим статику. И потом мы меняем сторону. То есть левая рука и правая рука внизу. Так мы завершили наш комплекс на красивую осанку. И теперь с гордо поднятой головой идем покорять этот мир. Всем пока! Куртка или пуховик? Зон или лопата для снега? Эти вопросы на этой неделе мучают каждого жителя Якутии. Погода совсем, можно сказать, сошла с ума. За один день мы успеваем испытать на себе и осень, и зиму. Почему происходят такие резкие скачки температуры и чего нам ждать от природы в ближайшие дни? На эти и другие вопросы наших зрителей прямо сейчас в студии нам ответит Сарглана Никитина, начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов Якутского управления гидрометеослужбы. Сарглан, доброе утро. Доброе утро. Вот, как бы кто-то, наверное, может сказать, что погода как сумасшедшая за последнюю неделю, наверное, точно. Мы и первый снег, такой полноценный причем, да, который пролежал пару дней, ощутили на себе, да. Вчера в столице республики плюс 18 градусов в пике доходило, то есть почти конец августа температура и так далее. Вот эти климатические качели, это нормально или какое-то ненормальное явление? Значит, погода в межсезонье как раз-таки и этим и отличается. Погода бывает очень капризной, и ощущаем вот эти контрастную погоду, то есть резко холодает, резко теплеет, также усиливается ветер, и осадки идут уже смешанного характера, то есть мокрый снег, дождь или дождь, переходящий уже в снег. Вот, значит... то есть это нормально? Это нормально. Это не что-то новое, потому что, может быть, люди так отреагировали лишь потому, что так много выпало. Да, действительно. Насчет температуры это, да, так бывает, связанное с общей циркуляцией атмосферы, с движением воздушных масс, да, теплого, холодного воздуха. Действительно, как раз-таки, если по Якутску брать, то 23 сентября было +1 всего, то 24-го 13 градусов, а вчера 19 градусов. По республике у нас в Алданском районе, получается, максимум был 22 градуса. Это вот на днях. Да, вчера буквально. Хорошо, то есть мы поняли, что это, в принципе, все было нормальное явление, никаких аномалий, отклонений от нормы, в принципе, не произошло. Тем не менее, чего ждать, наверное, в ближайшие дни, потому что, мы уже люди современные все, да, мы привыкли смотреть в смартфоны, в которых есть прогнозы погоды, но мы знаем, что они все-таки там на каких-то математических моделях своих высчитываются. Прогнозы синоптиков управления гидрометеослужбы все-таки это более приближенные к нашим условиям какие-то прогнозы и так далее. Вот смартфоны показывают, что чуть ли не завтра уже там в Якутске дневная -1 может быть, да, там завтра, послезавтра. По факту, да, это так или все-таки какого-то нет-нет бабьего лета еще стоит ожидать? Нет, бабьего лета уже не стоит ждать, максимум у нас прошел вчера. Значит, я еще вернусь к теме снега, да, прошлого. В выходные, значит, у нас выпало, прошел снегопад. Такого давно не было. Последний подобный снег был в 2004 году, 29 сентября. Тогда выпало за сутки 10 миллиметров снега. Вот. Это не бывает, бывает редко. Раз в 20 лет, условно, да? Да. 21. А насчет прогнозов, значит, у нас как раз-таки сейчас идет смена погоды. Вот. Мы получили теплую воздушную массу с Монголии, потеплело. Сегодня мы находимся в зоне атмосферного фронта, поэтому идут кратковременные дожди, усилился ветер порывами до 15-20 метров в секунду на большей части. На севере идут снег, уже лег снег, можно сказать. И ждем понижения температуры. В выходные дни у нас ждем заток холодного арктического воздуха, и температура понизится до 0. И осадки будут уже в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.
Хорошо. А когда же в Якутии можно уже поставить такую жирную точку и сказать, все, наступила зима? Но метеорологическая зима у нас наступает, когда среднесуточная температура воздуха переходит устойчиво через 0 градусов, ну и ложится снежный покров. Ну, снежный покров у нас в городе Якутске по климатической норме ложится 12-14 октября. То есть осталось нам две недельки осталось в осени пожить, а Да. там уже и зима начинается. Вот вопрос немножко такой бытового характера, наверное, да, все мы люди, утром смотря, вот и нашу программу зрители смотрят, прогноз погоды, да, какой-то услышат, начинают определять для себя, что надеть. Мы на бытовом уровне все-таки, наверное, смотрим по большей части просто на температуру воздуха и определяем, что же нам надеть. Там, пуховик, куртку, футболку, шорты, ну, мало ли, да. А вы как профессионал, да, синоптик, у вас, может быть, какие-то свои вот эти ориентиры, на что ориентироваться, что надеть Перед выходом, перед да, выходом на работу, например? Совет в смысле, да? Ну да, возможно. Мгм. Ну, совет, значит, утром заглядывать в окошко, смотреть, допустим, вот сегодня пасмурно, порывистый ветер прямо гудит, вот. Ну, то есть надо уже одеваться потеплее, не как вчера, да, буквально вчера вот очень тепло было. Ну и это смотреть наш официальный сайт yakutgidromet.ru. Ну, я еще вот как бы уточнение, да, только ли, если мы смотрим именно на прогноз, не только в окно. Потому что иногда, особенно в межсезонье, кстати, весеннее, да, мы знаем вот эти истории, выглядываешь в окно, один идет в шортах, другой в шубе. На кого ориентироваться, да? Ну, осенью более-менее все стабильно. А помимо температуры воздуха, смотря на прогноз, неважно где, опять же, на сайте гидрометеослужбы, в смартфоне, только ли на температуру воздуха нужно обращать внимание или все-таки еще на какие-то отметки, в том числе ветер сильно ли влияет на ощущение погоды? Конечно, ветер очень влияет на температуру, на ощущение. Если даже тепло, ветрено, то это ощущается не так холодно, да? А при низкой температуре даже порывы небольшие прямо сразу Морозит. Да, морозит. Ага. А вот часто в прогнозах погоды говорят еще про влажность. Вот здесь как этот фактор может повлиять на то, вот как бы нам перед выходом подготовиться? То есть если повышенная влажность, то... Ну, повышенная влажность у нас бывает редко, да, если вот действительно туман или морось идет, вот тогда действительно, ну, влажно, или дождь идет, тогда уже зонтиком, да. А так у нас как бы очень сухо, поэтому влажности такого Не особо не сильной- влияет, да? Да. Можно не влияет. смотреть. Вот. Ну, Светлана, спасибо большое за, в том числе, и вот лайфхаки, как понять, что надеть на себя перед выходом из дома, ну и вообще за информацию, чего нам ждать в ближайшие дни от погоды, ну и понимание, что никаких аномалий не происходит, дорогие друзья. Все Все в норме. так, как и должно быть. У природы нет плохой погоды. Наверное, это вот тот случай, Спасибо, когда мы это желаем можно вам сказать. хорошего рабочего дня, ну и, конечно, благоприятной погоды. И вам. Вот. Ну а погодные колебания влияют на наше самочувствие, мы это все прекрасно знаем, особенно метеозависимые люди. Но природа и сама часто нуждается в нашей защите и внимании. И сегодняшний день прекрасный повод об этом вспомнить. Сегодня Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник напоминает нам простую, но важную истину. Здоровье планеты и наше собственное здоровье неразрывно связаны. Чистый воздух, свежая вода, плодородная почва – все это основа нашей жизни. И сегодня специалисты по всему миру привлекают внимание к проблемам экологии, чтобы сохранить природу для будущих поколений. Что можем сделать мы с вами? Начать с малого, выключать свет, выходя из комнаты, сортировать мусор или просто посадить дерево у своего дома. Каждое такое действие – это вклад в здоровье нашей Якутии и вообще всей планеты. А какие еще знаменательные события произошли в этот день? Давайте узнаем. На календаре 26 сентября. По народному календарю Корнилия. На Руси День Святого Корнилия стали называть Корнилием, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды – репу, свеклу, редьку, морковь. В Корнилов день последнюю репу с огорода вон, говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени корень в земле не растет, а зябнет. Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай. Этот день в истории. В 1580 году в этот день британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия. В 1815 году в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный Союз. В 1957 году состоялась премьера мюзикла «Висайская история». В 1969 году, 26 сентября, образован Байкальский заповедник. В этот день родились
Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской академии наук. Иван Павлов, русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат. Томас Эллиот, англо-американский поэт, критик, Нобелевский лауреат. Александр Алов, советский режиссер, кинодраматург, педагог, народный артист Советского Союза. Валентин Павлов, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР. Матвей Евсеев, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, отличник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, кавалер ордена «Полярная звезда». Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан. Ну а теперь новость для гурманов с фантазией. В Токио решили, что аромат духов может быть, не поверите, съедобным. Легендарный музей Ромена анонсировал духи и блеск для губ с запахом курицы. Того самого, что чувствуется на наваристом бульоне Ромена. Да, и если блеск с ароматом жирной курочки обойдется примерно в 500 рублей, то за стойкий парфюмерный шлейф придется отдать уже около 2500. Ну, как говорится, не бакарат, зато пахнет так, будто вы только что из самой атмосферной лапшичной Токио. Так, но здесь, наверное, нужно пообсуждать. То есть я такая выхожу из дома, да? А Во-первых, за мной... начнем с базы. Рамен или рамен все-таки? Это уже отдельная история. Ну вообще, выходишь такая, да, и от тебя пахнет... Шлейф, вот это лапшичный. ароматные специи, Курочки. Курочка. Ну, а нет, Бульона. вообще, мне кажется, рамен больше из говядины. Ну, как бы каждому по вкусу разное. Но, в принципе, да, куриный тоже неплохой. И вот этот шлейф за тобой несется. Нет, обычно мы, наоборот, убегали из дома, когда бабушка жарила пирожки, потому что мы все пахли пирожками. И, понимаешь, даже и шуба, и куртка, все насквозь пахло. Убегаешь из дома зачастую, когда вот идет такая очень активная готовка в доме. А здесь, наоборот, парфюмеры решили, чтобы от тебя пахло едой. Ну, во-первых, это японская история, это раз. Во-вторых, все-таки недаром мы сказали, что музей рамена это все заказал, то есть это какой-то вот для них, может быть, да, вот у них есть целый... Представьте, у нас будет музей борща. Вот где-то в России, в И Москве парфюм. музей борща. Да. И ты приходишь, посетитель, почему бы музею тебе не продать частичку борща в виде аромата? Ну а в целом вообще запихивать вот какие-то необычные ароматы в формат парфюма, это не такая уж новая история. В принципе, давно известна, и даже в Якутске можно такую историю найти. Ну а блеск со вкусом курочки? Это чтобы вот сидеть, облизывать губки и чувствовать этот вкус курочки Да. целый день? Да. Чтобы вкус присутствовал в течение всего дня, и ты вот ощущал, да? Да. Ну и как бы все ощущали. Ну, не все, как бы, ну, кто-то, если ну, не будем туда углубляться, да, как бы, вот, и бывает и такое, почему бы. Плюс еще это же воспоминания, то есть мы очень хорошо эмоционально связываем ароматы, которые мы когда-то слышали, с тем, что... Где мы и в каких условиях это слышали. Да, поэтому... у нас недавно же был парфюмер студии, который сказал о том, что аромат, он в первую очередь, это раздражитель. Раздражитель. Ну, раздражитель это на уровне физиологии, а на уровне эмоций это все-таки... Вот теперь представь, да, вы убегали, разберем ситуацию, вы убегали из дома, когда бабушка готовила пирожки, но когда тебе уже исполняется лет, там, вот, в твоем сейчас возрасте, чуть старше, для тебя же это будет приятное воспоминание, как бабушка пекла пирожки, и представь, у тебя будет парфюм с ароматом пирожков, и ты будешь погружаться в это детство. То есть это все работает, ну, не только вот в лоб, как говорится, это все намного глубже уходит. Ну, если после таких новостей вам захотелось не просто, так сказать, благоухать едой, а по-настоящему вкусно и поесть, то мы вам с этим поможем. Переходим от японских гастрономических экспериментов к другому, не менее популярному блюду, которое покорило весь мир, и это поке. Да, изначально поке – это гавайское блюдо, которое рыбаки готовили прямо на берегу из свежего улова, смешивая кусочки рыбы с морской солью, водорослями и орехами. Сегодня это вариант на тему уже какого-то сашими. В основе сырая рыба, рис, овощи и соус. Но главный секрет поке в сочетании свежести, текстуры и яркого вкуса. И хотя выглядит поке как ресторанное блюдо, приготовить его дома проще, чем кажется. Нужно лишь нарезать свежие продукты и аккуратно их собрать. Как выбрать рыбу, какой соус подойдет лучше всего и как красиво подать поке, смотрите в нашем следующем сюжете. Доброе утро, меня зовут Юлия, я нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим очень хорошее, легкое блюдо на самом деле, но это блюдо, оно специфическое, оно относится к блюдам Юго-Восточной Азии, называется оно поке. В основе этого блюда у нас рис,
вы можете взять рис, который приготовили заранее. Это очень удобно. То есть, получается, можно сварить с вечера, на ужин поесть и из остатков уже сделать себе завтрак. Выкладываем в посудку рис. Так, для этого рецепта нам понадобится пожаренное яичко. Ну, как вы знаете, яички у нас это источник белка и полезных жиров. Рис – это очень хороший углеводистый продукт. В нем содержится много крахмала, и он дает заряд энергии прямо на полдня. Вот эта порция, которую мы с вами будем готовить, в ней содержится почти 400 килокалорий. То есть она подходит и для мужчин, и для женщин, по сути дела, даже для детей, потому что здесь продукты очень стандартные. Да? Поки переводится как просто порезанная тарелка, скажем так. Да? Поэтому мы параллельно можем нарезать сюда сразу, пока у нас греется сковорода. Так, сковорода нагрелась. Наливаем сюда маслечко. Так, обкатываем маслечко, разбиваем яичко. Я смело режу овощи, потому что яичко до этого я помыла. Яйца надо мыть обязательно перед тем, как их употреблять в пищу. В противном случае вы можете себе подцепить что-нибудь нехорошее для ЖКТ. Выкладываем так вот огурчики. Выкладываем также порезанную половинку помидорки. Этого достаточно для этого блюда. Вот, положили мы помидорки. Фишкой этого блюда являются водоросли. Водоросли у нас сегодня в виде салата чукка. Это готовый салат, который продается в магазинах. Либо можно сюда использовать водоросли нори. Выкладываем ложечку. Добавляем немножко полезных жиров. Сегодня вот у нас семечки тыквы. Пока что поперчим, для того, чтобы был вкус у еды. Добавляем соевый соус. Около столовой ложки. Больше не надо, он слишком соленый. Это блюдо, оно хорошо тем, что водоросли обеспечивают нам суточную дозу йода. Это очень важно для Якутии, мы эндемичный регион. Общее сочетание продуктов, оно содержится в составе кремний. Кремний очень важный микроэлемент для костей, волос и ногтей. Также помогает справиться с появившимися прыщами, то есть для кожи тоже очень хорош. В этом блюде также содержится пантотеновая кислота, это витамин В5, достаточно редкое сочетание продуктов по этой причине, и я его рекомендую просто готовить примерно раз в неделю. Можно 2 раза в неделю. Все. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Говорят, сокровища бывают разными. Только что мы поговорили о кулинарном, которое радует вкус и дарит энергию. Но есть и другие драгоценности, которые восхищают глаз и душу. И сегодня мы хотим показать вам настоящую жемчужину Якутии. Камень, который называют якутским изумрудом – хромдиопсид. Как из грубого камня рождается изящное украшение? В чем его магическая сила? В следующем сюжете мы проследим весь путь хромдиопсида от музейного экспоната до изящного творения в руках мастера. Первое знакомство с хромдиопсидом – это всегда встреча с цветом. Его насыщенный зеленый цвет от травяного до изумрудного завораживает. Этот камень добывают только в нескольких местах на планете. И одно из главных – Якутия. В 1950 году геологи обнаружили отрицательную аномалию. И там оказалось, что выходят дуниты. И геологи ходили, и изучали, и нашли месторождение хромдиопсида. До этого хромдиопсид вообще среди ювелирных камней вообще неизвестный был. Хромдиопсид имеет вот такой яркий цвет, благодаря чего? Благодаря содержанию хром-2,3. Кристаллы могут быть очень красивые. В данном случае вот тут видно кристаллы, форма его. В нашем понимании это призма. Чем привлекло камнерезное дело, ювелиров и так далее, это именно прозрачность и игра света. Поэтому привлекает, и его называют якутским изумрудом. Именно в руках ювелира хромдиопсид обретает первую форму, но главное волшебство происходит дальше. При огранке камень загорается, а в металле и вовсе оживает.
Его зеленый цвет успокаивает и помогает сконцентрироваться. Астрологи связывают его со знаком Земли. Но главное его свойство – это, конечно, уникальность. Носить якутский хромдиапсид значит носить частичку нашей Земли, ее силу и энергию. В якутской мифологии существует 3 мира – нижний мир, средний мир и верхний мир. В нижнем мире добывается как раз наши нефть, газ, алмазы и, конечно же, хромдиапсиды. Вот этот костюм исполнен по эскизам Августины Филипповой, нашего мирового дизайнера. Много тысячелетий вот этот камень лежал в нижнем мире, в вечной мерзлоте, который усилил, укрепил, набрал энергию Земли. Соответственно, натуральные камни, необработанные, они, конечно, больше сохраняют магических свойств. И в изделии оно, конечно, смотрится необыкновенно и получается уникальным изделием. Хромдиапсид не только красив, он считается камнем-талисманом. Символизирует жизненную силу, помогает обрести гармонию и притягивает успех. Он имеет очень сильные магические силы. Имеет влияние от негатива, имеет целебную ценность. И люди, которые покупают вот изделия с изумрудом, да, они становятся спокойными, да, появляется гармония у людей, да, и процветает бизнес. Как зеленый цвет в психологии цвета, да, является цветом роста. И в наших изделиях, да, например, вот очень сочетается с красным золотом и желтым золотом. Окропление с бриллиантами, он становится еще богаче и краше. Он самый из всех камней, который добывается в Якутии, да, он самый целебный камень. Так, пройдя путь из земных недр через руки умелых мастеров, якутский хромдиапсид становится не просто украшением, а настоящим символом нашей республики. Ярким, сильным и прекрасным. Пусть ваше утро будет таким же. Катерина Винокурова, Джулустан Иннокентьев, Виктор Дичковский, Якутск. Музеи бережно хранят историю в камнях и артефактах, а вот газеты в словах и фактах. Если вы хотите быть в курсе самых важных событий недели, самое время заглянуть в свежий выпуск газеты «Якутия». Далее узнаем о ключевых материалах сегодняшнего номера газеты «Якутия», от социальных инициатив до культурных проектов. Узнайте первыми, что обсуждает республика. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. В Якутске стартовала республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие-2025». Наш специальный репортаж с актуальными ценами в пятничном номере. Поспешите запастись свежими овощами, продуктами местных аграриев. В последние годы хлебопекарная отрасль в Якутии сталкивается с немалыми трудностями, начиная от сложной логистики, заканчивая высокими тарифами. Разбираемся, почему закрываются в районах пекарни и как обеспечить хлебом население. Многодетная семья Саргалана и Айтала Никаноровых из села Магарас Горного Улуса готовится к большому путешествию в Москву. Они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года-2025» в номинации «Молодая семья». Своими секретами воспитания детей, а их у них 8, молодые родители поделились с нашими читателями. Почему Медвежьи острова считаются уникальным родильным домом для белых медведей? Какие открытия и артефакты ожидали там якутских ученых? И войдут ли острова в список всемирного наследия ЮНЕСКО? В нашем материале. В Якутии поменялся порядок получения охотничьего билета. Что такое охотничий минимум? Как сдать тест для получения охотничьего билета? Каков теперь порядок выдачи разрешений на добычу копытных животных и бурого медведя? Читайте в газете «Якутия». В рубрике «Автолайн» ужесточение требований к детским удерживающим устройствам, повышение штрафов за отсутствие детских кресел, смена автомобильных шин, цены, ассортимент. Будьте в курсе всех новостей. Хорошего дня! Ну а сейчас мы рады предоставить слово нашим коллегам из новостного отдела. И давайте узнаем, что же произошло на территории нашей республики и за ее пределами. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Россиян будут штрафовать за нарушение ПДД с помощью дронов. Власти уже готовят для этого правовую базу, пока такие аппараты использовались лишь в тестовом режиме. За год экспериментов в 29 регионах зафиксировано около 35 тысяч нарушений, в основном выезд на встречку и движение по обочине. При этом штрафы выписывались вручную. Теперь обсуждается переход к полноценным письмам счастья с воздуха. Также власти хотят создать базовые станции для дронов на крышах зданий. Оттуда аппараты смогут вылетать для оформления мелких ДТП без участия инспекторов ГИБДД. Якутский предприниматель смог глобально модернизировать производство благодаря поддержке Министерства промышленности. В числе обновок автоматический стол для нарезки стекла и линия герметизации стеклопакетов. Производительность выросла в разы. Если раньше за смену вручную работники изготавливали до 150 стеклопакетов, то сейчас за 10 часов из-под линии выходит 300 единиц. Высокотехнологичные станки приобрели в Китае с помощью Фонда развития промышленности республики. Предприниматели могут получить заем под небольшой процент для покупки нового оборудования. Все вообще делать вручную. Обработка, допустим, и стекла тоже осуществлялась специальным таким диском. Вручную бегали вокруг стекла. Сейчас все это делает линия. То есть мы сохранили количество людей, но производительность увеличилась в разы. И качество, самое главное, изделий. При вертикальной сборке нет эффекта линзования, нет вот этого кривого зеркала эффекта. Совсем, ну и качество на порядок выше стало. Семейная мастерская Академия труда получила грант в размере свыше 1,5 миллиона рублей от Всероссийского фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого организованы практические занятия по 3 направлениям: столярное дело, рукоделие и фото-видеосъемка. Тем временем в Вилюйске проходит информационная сессия «С нуля до бизнеса» для родителей. В программе выступления социальных партнеров проекта и встречи с опытными предпринимателями, получившими поддержку государства на основании социального контракта. Показываем, как можно сделать бизнес-план, объясняем методически, как должен выглядеть, для того, чтобы можно было получить какие-то знания. И когда они проходят уже вот этап именно отбора по соцконтракту, они уже получают какие-то базовые знания. Вот. И хотелось бы пожелать, чтобы вот сегодняшнее мероприятие, значит, оно принесло какой-то толк, какую-то пользу для наших людей. Возможно, они в будущем будут нашими резидентами. В космос отправят вторую женщину-космонавта из Беларуси. Россия и Беларусь рассматривают вопрос отправки второй белорусской женщины-космонавта на орбиту. Глава госкорпорации посетил Национальную академию наук Беларуси, где проводит рабочую встречу с председателем президиума Владимиром Караником. Гендиректор заявил, что одним из ключевых направлений сотрудничества между Москвой и Минском является создание российско-белорусской космической системы. Также следующим вопросом обсудили отправку второй белорусской женщины-космонавта на мкс. Напомню, что первой женщиной-космонавтом Беларуси стала Марина Василевская, которая отправилась в 14-суточную экспедицию в составе экипажа корабля «Союз МС-25» в марте прошлого года. Второе направление, вы знаете, пилотируемая космонавтика. Марина Витальевна была первой женщиной-космонавтом белорусским, которая в 2024 году была на Международной космической станции. И сейчас обсуждаем вопрос по Анастасии Ленковой. Там тоже ряд моментов необходимо решить. И если они решатся, то будет вторая женщина-космонавт. И для нас это очень важно в рамках союзного государства такую реализацию проектов обеспечивать. На этом у меня все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Приближается День государственности, и в воздухе уже витает дух истории. Это отличный повод поговорить о людях, которые эту государственность создавали. Традиционно в этот день студенты Северо-Восточного федерального университета возлагают цветы к памятникам тех, кто стоял у истоков нашей республики. И, конечно, особо чтят память Максима Амосова, человека, чье имя университет носит с гордостью уже много лет. А в этом году историки подготовили кое-что особенное и интересное. Они организуют дискуссионный клуб, где предлагают поговорить о роли якутского князя Мазары Базекова. О том, кем он был и что сделал, мы спросим у нашего гостя. В студии у нас Айтал Яковлев, доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Айтал, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте вернемся к истокам. Возможно, кто-то из наших телезрителей не знает вообще, как зарождалась сама идея государственности в Якутии. Ну, тема государственности – это большая проблема, ну, научная имеется в виду, да, которым занимаются историки, юристы, политологи, ну, все гуманитарии, как говорится. Почему? Потому что понятие государственности, она выходит за рамки юридического определения самого понятия государства.
Государство – это территория, налоги, люди, народ, там, суверенитет, подписанный вот на бумаге. Это законы, например. А государственность – это качество народа, это вот качественное определение. Сможет ли народ понять, осознать, что такое государство, для чего оно есть, зачем издаются эти законы, для кого. И самое ответственное, тяжелое, это в определении государственности, это сможет ли народ передать следующему поколению то понятие, те ценности, те качества, которые есть присущи народу. Это философский вопрос большой. Ну, а почему вообще для республики важно как бы... Вот эта передача. Да, вот это наличие государственности, наверное, или как правильно сказать, если это такое эфемерное же, да, немножко... Наличие государственности зачем? Народу? Ну, во-первых, для самоопределения. То, что мы, например, говорим про культуру, язык, какие-то вот этнокультурные особенности, да, вот, те, что дают нам возможность называть себя, ну, саха, якутяне, например, да, вот, я русский, там, я венг, например. Вот эти качества, например, да, вот ощущения. Это как-то вот охраняется, и государство для народа является инструментом для того, чтобы вот как-то вот объединять людей, чтобы люди понимали, зачем они объединяются, для чего они живут, например, в общем, да, вот это качество. И тут, опять же, роль историков очень важна. Ну вот вы, как человек, который работает в этой сфере, да, очень часто много общаетесь со студентами. Вот студенты охотно проявляют интерес к этой истории, к истории государственности? Однозначно, всегда. Особенно сейчас, да, потому что мы говорим о том, что вот то, что начали воспитывать для, ну, школьникам, да, вот историю, семьи начали, там, родители начали работать со своими детьми, и сейчас приходят школьники, ну, не школьники, а студенты, которые закончили, ну, где-то в 2000 каком году. В 2000-х годах родились, и вот их вот общество, государство воспитывало, и мы сейчас получаем вот именно вот патриотически настроенную молодежь. Новое поколение. Да, это не просто простые слова, это вот тебе приходится туго, потому что у них уже своя позиция относительно государства, относительно исторических процессов, и тебе как историку надо вот уже работать, ну, уже ощущать, что работаю с подкованными людьми. Подкованными людьми, да. Да. Немножко это, на равных, да? Да, а раньше надо было объяснять государство, государственность. Это то, это. Да, Они да, уже да. говорят, нет, это не так, да, я вот думаю, что это так, да. Ну вот это, наверное, опять же к вопросу, что история все-таки живая наука, потому что она... Ну, если прямо очень простыми словами, возможно, грубыми, да, мы копаемся в прошлом, мы копаемся на том, что какие-то материалы до нас дошли, там где-то записи, да, ну, понятно, что чем ближе время в прошлом, тем легче изучать, чем дальше, тем труднее. Тем не менее, если мы говорим про государственность, ее начало берется с начала прошлого века почти, что государственность республики. Какие-то, может быть, находки новые студенты находят вот, касательно этих процессов? Ну, архивные данные. Архивные данные. У нас в историческом факультете студенты пока учатся искать какие-то данные. Это бакалавриат уровень, да, магистратура уже более, как сказать, профессиональные историки, да, будем так говорить, в кавычках, пока не учатся быть профессионалами, но все-таки. И сейчас у нас акцент делают студенты больше на изучении культуры, как таковой, каких-то социальных процессов. У нас только заканчивают студенты политологи. И вот эти товарищи, наверное, будут уже как-то, ну, продвигать, изучать понятие государственности. Вот так. Просто нужно немного времени, да? Чуть-чуть, дайте чуть-чуть времени. Да. И все будет. Да. Но университет сегодня отмечает дату, да, и чтит память основателей республики. И как вы думаете, достаточно ли проводится работа со студентами, ну, вот по увековечиванию этой памяти, да, и, возможно, может быть, какие-то дополнительные появились мероприятия, которые вы проводите? Ну, достаточно, эта оценка такая субъективная, потому что как преподаватель скажу, что излишне даже, потому что иногда бывает снимает с пар, вот идем там, возложение цветов, ну, в ущерб пар бывает иногда, когда попадает в учебный день. А в этом году субботу, да, будет в этом плане так-то хорошо. А если говорить как гражданин, то да, вот однозначно молодежь надо привлекать. Они должны быть не просто вот участниками, которые стоят там массовки флагами машут, да. А именно вот я как говорил, да, вот наша задача передать вот те ценности, которые у нас есть молодежи. И торжественные мероприятия на площадях — это тоже одна из нескольких форм прививания вот какого-то
ответственности, может быть, Но причастности. Если через призму именно мероприятий подобного рода, тогда, ну, как бы я немножко хочу перефразировать, да, блеснуть красным словцом. Сейчас больше происходит вовлечение студентов. Но нам нужно прийти к тому, чтобы это было вовлечение с вот прям желанием вовлечься от самих студентов. Есть, однозначно есть. Да, есть. Потому что половина мероприятий организуется профсоюзной организацией. Ну, там студенты только. Да, там вот все активисты. А студентов всегда вовлекают. Всегда вовлекали и будут вовлекать. Ну, а мы знаем, что вы ведете научный кружок, да? Вот как бы не звучало вот это как раз как-то... дискуссионный клуб мы вначале об этом упоминали. Вот какие проблемы обсуждаете во время дискуссионных вот этих моментов? У нас на факультете очень много кружков работает. Я лично, например, со своими коллегами веду научный кружок культурной антропологии. Мы изучаем культуру человека в обществе. А с недавнего времени у нас начал работать дискуссионный клуб, «Эйдос» называется. И вчера, например, мы сделали такой сабантуйчик со своими историками, которые изучают культуру и социальные процессы, и политологами, которые изучают политические процессы, например, да, и власти, например. И мы говорили про государственность, когда истоки государственности. То есть вы садитесь за круглый стол и просто вот обсуждаете? Ну, не прямо круглый стол, там аудитория, там студенты сидят, и экспертами являются наши преподаватели. И слово говорят сначала студенты. Вот, да, вот, студенты начинают говорить, а мы их давим уже своим авторитетом. Ну, не давим, а направляем. В хорошем смысле, да? Ну, спасибо большое за такую интересную беседу. Вот, знаешь, я вот сейчас общаюсь, и мне так нравится общаться. Здорово, когда есть молодые, перспективные преподаватели, которые вот общаются со студентами не с точки зрения, да, я учитель, а ты ученик, а с точки зрения вот... Больше наставничества. Да, наставничества и какого-то равноправия, да, потому что я бы, вот, например, с удовольствием бы пришла на пару к вам и сидела бы и дискутировала, и на кружок бы к вам записалась. Приходите, тебя приглашаю. Учиться никогда не поздно. Подискутируешь. Ну, мы желаем вам хорошего, продуктивного дня и отличных пар, наверное, сегодня. И с наступающим праздником. Спасибо. Вот, ну, как уже мы поняли, да, завтра Якутия отмечает День государственности. Это праздник о людях, которые своей профессией, творчеством и жизнью укрепляют родную республику. И именно такой человек, учитель истории тоже из Верхневилюйска, Евгений Тихонов. Он свою любовь к Якутии выражает не только на уроках, но и в патриотических песнях, которые сам пишет и исполняет. Подробнее в материале наших коллег. Вот в прошлом году НВК «Саха» на конкурсе песни «Наследники Победы» я занял лауреат второй степени. Очень почетно мне, я очень дорожу этим дипломом. Вот в прошлом году у меня был сольный концерт. Все поступившие деньги мы направили в СВО. Евгений Тихонов по профессии учитель истории и обществознания. Свою педагогическую деятельность начал в 2003 году в Амгинском УЛУСе. После этого работал в системе МВД старшим инспектором по делам несовершеннолетних в Амгинском и Верхневилюйском УЛУСах. Отдельное место в его сердце занимает музыка, а особенно его гитара и патриотические песни. Сам пишет мелодии и стихи. Про одну песню хотел бы рассказать. Это «Саха Штурмовик». Эта песня написана мной в прошлом году в честь своего друга, который воевал и сейчас воюет штурмовиком в зоне СВО. И вот я песню написал про него. У него позывной «Клык». Он неоднократно получал награды. И вот эта песня про него написана. И про всех штурмовиков нашей Якутии. Изначально эта песня была на якутском языке, посвященная моему другу. И друг попросил эту песню спеть на русском языке, так как там на передке русскоязычные бойцы. Очень понравилась эта песня и хотелось бы послушать русскую версию. Штурмовик, смело бросишься в бой, соколиную зоркость храня. Ждет работа на передовой, за рассвет мирный нового дня. Был вчера еще парнем простым, только прятаться ты не привык. Имя быстро сменив позывным, бьешь ты снова врага, штурмовик. Там, где был штурмовик, выгод враг. Там,
Там России моей реет флаг, там в Якутии бьются сыны, став надежной броней для страны. Штурмовик, Саха-штурмовик. У нас очень много единомышленников, которые мы сочиняем стихи. Вышла у нас книга. Вот это вторая часть книги «Я горжусь твоей страной». И первая часть у меня была, она у меня хранится. В этой книге мы пишем стихи и песни патриотические о родине. Вот вторая часть «Я горжусь своей страной». Это сборник стихов авторов Республики Саха-Якутия. Здесь написано и на русском языке, и на якутском языке. И вот эти стихи иногда звучат по радио. Я много здесь мелодий сочинил на русском языке песни, и на якутском песни тоже сочинил. В детском доме семейного типа Евгений работает уже 10 лет. Здесь развивает детей очень разносторонне, будь то готовка, культурные, спортивные мероприятия, патриотические уроки. И в каждом из них воспитатель подает детям пример. Наши мальчики сейчас поехали служить в армию, несколько наших мальчиков, и сейчас они по контракту находятся в зоне СВО. Их действия показывают о том, что мы прививаем мальчикам любовь к родине, надо защищать свою родину, и наши мальчики своим действием показывают, что они любят свою родину. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя ни одному совсем ни к чему. Многие его воспитанники сейчас студенты, некоторые уже работают, обзавелись семьями. И по сей день он прилагает большие усилия, чтобы ребята стали достойными членами общества. Черпая из музыки вдохновение, Евгений привносит в этот мир больше света и добра. Сила нашей Якутии, несомненно, в ее людях. И завтра у нас праздник, с чем мы вас всех и поздравляем. Да, и в связи с этим хотим завершить пятничный эфир песней, которая посвящена нашей родной земле. И вот на такой ноте наш эфир завершается. С наступающим вас праздником и хорошего дня. Увидимся на следующей неделе на телеканале «Якутия-24». Sirka